Тяжелые железобетонные плиты спецтехника перемещает туда, где давно им и место, перекрывая городское ливневое сооружение. Зачем это делается? Во-первых, благоустроится, пожалуй, одна из самых оживленных территорий Назрани. Во-вторых, когда заасфальтируют перекрытие, появятся дополнительные парковочные места, что жизненно необходимо на так называемом Аскановском кругу. По поручению главы города эти работы проводятся за внебюджетные источники. Была проведена встреча с хозяевами торговых точек, которые здесь расположены, и они пошли навстречу. Работы буквально мы рассчитываем завершить за 2-3 дня. Протяженность этого канала по улице Московская 50 метров. Прежде чем приступить к работам, ливневое сооружение хорошенько расчистили, так что проблема с неприятным запахом, исходившим на всю округу, теперь забудется. После асфальтирования участок будет оборудован люками. Такие же работы уже проведены на противоположной стороне. И важно заметить, как увеличилось дорожное пространство. Там практически не было места для того, чтобы припарковать машину. И люди испытывали неудобства, в том числе и опять-таки же создавались заторы дорожного полотна, в связи с чем создавались пробки искусственные. На данный момент с этой стороны вопрос уже практически решен. Сейчас рядом стоящая торговая точка тоже проводит эти работы. Я думаю, что в ближайшее время здесь можно будет свободно передвигаться, здесь не будет таких пробок. Проблема с отсутствием парковочных мест именно на этом участке давняя, и лишние 50 метров полотна не помешают. К тому же рядом останавливается маршрутное такси, следующее в Карабулак и Сунжу. Плюс посетителям прилегающих кафе и ресторанов негде ставить машины. И как итог, беспорядочная езда нередко и ДТП. Мы здесь работаем больше 5 лет. У нас проблема с стоянкой. Гости не могут машины поставить. Плюс конечная остановка маршрутки. И плюс еще запах. С канала, крысы, это все. Естественно, это доставляет неудобства. То, насколько это проблемный участок, осведомлены, пожалуй, не только горожане, но и хоть раз проезжавшие по этому участку жители республики. Зачастую сотрудники госавтоинспекции вынуждены проводить рейды по предотвращению нарушений правил дорожного движения. И меры, принятые администрацией, очевидно, придутся как нельзя кстати. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.